Эвакуатор как-нибудь не зацепляем. По поводу ДТП можете что-нибудь рассказать? Гражданин водитель. Нет, ничего не могу. Ничего не могу. Куда вы направлялись хотя бы? Я еду. Город Ижевск. Город Ижевск? Да. Состояние? Трезвое? Нормально было? Нормально было. Не употребляли за рулем? Нет. Потом выпил, когда вы разбился. Когда разбились, да? Да, когда разбился, выпил сгоряча. А раньше за рулем вообще употребляли когда-нибудь? Нет, никогда. Никогда? Не привлекался никогда. А что лицо-то закрываете? Стыдно, что ли? Объяснение давать будете по данному поводу? В письменном виде, да? Согласны, то есть уже? Я не был пьяным за рулем. А кто был пьяным? Я не был пьяным за рулем. А кто был? Кто был пьяным за рулем? Куда я знаю? Почему вас из-за руля вытаскивали? Раз бульбу. В преддверии выходных дней мы вновь обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в органы полиции либо в подразделение госавтоинспекции любую информацию о фактах управления транспортом водителями, имеющими признаки алкогольного опьянения. Только за 2 месяца 2015 года такие нетрезвые ДТП унесли жизни 2 человек и привели к травмам 8. Сегодняшнее ДТП, по счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но в нем вновь фигурирует водитель, имеющий признаки опьянения. В 14 часов 10 минут на 255-м километре автодороги Елабуга-Пермь, территориально это Игринский административный район Удмуртской республики, водитель автомобиля ВАЗ-2114, молодой человек 87-го года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ДАФ. В результате данного ДТП было установлено, что водитель 14-й модели имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования в установленном порядке он отказался.